Добрый день, дорогие друзья! В рамках республиканского проекта «Музыка для всех» продолжает свою работу проект отделения фортепиано детской школы искусств номер 2 города Якутска «Рояля. Волшебные звуки». Сегодня мы представляем вашему вниманию совместный концерт с учащимися детской школы искусств города Покровск и Намской детской школы искусств имени Захара Порфирьевича Винокурова. Наш концерт мы посвящаем творчеству известного русского композитора Петра Ильича Чайковского. Яркую и многогранную музыку Чайковского можно узнать из тысячи произведений других авторов. Композитор работал практически во всех жанрах, но сегодня для вас прозвучат самые нежные и трогательные произведения композитора в исполнении юных пианистов. Это пьесы из циклов «Детский альбом» и «Времена года». Трудно назвать в детской русской фортепианной литературе сочинение более популярное, чем «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского. В письме своему другу он писал: «Завтра примусь я за сборник миниатюрных пьес для детей. Я давно уже подумываю о том, что не мешало бы обогащать детскую музыкальную литературу, которая так небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости, с занимательными заглавиями, как у Шумана». Цикл был закончен летом 1878 года, и композитор посвятил его своему племяннику Володе Давыдову, которому в ту пору было 6,5 лет. На заглавном листе значилось «Детский альбом. Сборник легких пьесок для детей. Подражание Шуману». Вспоминая свое детство и наблюдая за жизнью своих племянников, Чайковский передал в музыке свои впечатления. Это маленькие музыкальные картинки, в которых отразилась вся жизнь ребенка, его чувства, настроения, мысли, игры, картины русской природы и песенки путешествия. Сборник состоит из 24 пьес, каждая из которых имеет свое название. Программное содержание сборника построено в определенном порядке в соответствии с распорядком дня ребенка: утро, день и вечер. Также в цикле прослеживается несколько сюжетных линий. Пьеса «Игра в лошадки» открывает раздел «Домашние игры и танцы». В него также входит марш деревянных солдатиков. Таким образом, этот раздел посвящен играм мальчиков. Музыкальная картинка изображает мальчика, который бойко раскачивает свою лошадку-качалку, воображая себя лихим всадником. Озорная мелодия пьесы передает веселое настроение проснувшегося ребенка, его желание играть и бегать. Композитор точно изобразил цокот копыт игрушечной лошадки. «Игра в лошадки» исполняет Максим Бетца, 4 класс, преподаватель Нюргуяна Олеговна Яковлева. Во времена Чайковского
Любимыми игрушками мальчиков были солдатики. В этой забавной и веселой миниатюре композитор с большим чувством юмора нарисовал военный парад, в котором под звуки миниатюрных барабанов и флейт маршируют маленькие деревянные солдатики. Несмотря на легкое звучание, музыка ярко отображает решительных игрушечных воинов, которые на плацу слаженно чеканят шаг. Сейчас вы услышите замечательную пьесу «Марш деревянных солдатиков» в исполнении Жанны Дарамоновой, 8 класс, преподаватель Полина Максимовна Сидорова. А для девочек Петр Ильич сочинил целую историю о кукле. Он посвятил этой любимой игрушке девочек 3 пьесы: «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла». Кукла заболела и умерла. Это для нее большая трагедия. Но вот девочки дарят новую куклу. Она обрадовалась при виде красивой игрушки, о которой давно мечтала. Ее охватывает изумление и восторг. И она танцует и кружится вместе с куклой. Музыка наполнена чувством восторга, радости и счастья. Новая кукла. Исполняет Элина Аластырова, 4 класс, преподаватель Анна Витальевна Зайцева. Следующие 3 пьесы «Русская песня», «Мужик на гармонике играет», «Камаринская» передают русский национальный колорит, и в них Чайковский использует один и тот же прием развития – вариационный, который был свойственен именно народному исполнительству. Камаринская – это народная плясовая песня с вариациями. Чайковскому удалось точно передать звук волынки в басу, интонации игры на скрипке и аккордовые переборы гармоники. Камаринская исполняет Виктория Грищенко, 4 класс, преподаватель Анна Витальевна Зайцева. Вечерами вся знать города собиралась в доме Чайковских. Торжественные приемы происходили в зале. Вместе со взрослыми веселились и дети. И вот раздавались звуки вальса, мазурки, польки, популярных танцев XIX века, и кружились пары, подхваченные танцем.
Стремительный польский танец мазурка продолжает линию танцевальных миниатюр в сборнике. Мазурка из детского альбома — сочинение камерного, задумчиво-элегического характера с подчеркнутым танцевальным ритмом в средней части. Прозвучит мазурка в исполнении Яны Соловьевой, 8 класс, преподаватель Елена Петровна Новгородова. Этот танец был особенно любим детьми, ведь маленькие дети с удовольствием двигаются в припрыжку. Именно это движение и лежит в основе задорного чешского танца полька. В крайних частях музыка детского танца звучит легко и игриво, а в средней части музыка утяжеляется. Кажется, что кто-то из взрослых решил подшутить и неуклюже пританцовывает вместе с детьми. Полька исполняет Нария Захарова, 5 класс, преподаватель Екатерина Кимовна Сергучева. Раздел цикла «Песни дальних стран» посвящен песням дальнего зарубежья. Чайковский много путешествовал. Он побывал во Франции, Италии, Германии, Франции, Чехии. Особенно много музыкальных впечатлений получил Петр Ильич в Италии. В письме родным композитор писал: «Эту песенку я услышал во Флоренции. Прогуливаясь вечером по улицам города, я увидел 10-летнего итальянского мальчика, окруженного толпой народа, который пел под аккомпанемент гитары». Услышанная песня вошла в детский альбом под названием «Итальянская песенка». В ней Чайковский средствами музыкальной выразительности передает аккомпанемент гитары или мандолины, столь любимых в Италии. Энергичная, игровая песенка напоминает вальс. «Итальянская песенка» исполняет Антон Адушинов, 3 класс, преподаватель Диана Ивановна Чемпорова.
Но вот Чайковский в Вене, мировой столице музыки. Музыка была душой этого города. Здесь композитор познакомился с мелодиями жителей Альп. Песенка напоминает старинный немецкий сельский танец лендлер, предшественник вальса. Танцевали его крестьяне в деревянных башмаках, неторопливо, с достоинством, с галантными поклонами и кружениями. Резкие скачки в мелодии напоминают йодль, особую манеру пения жителей Альп. Немецкая песенка исполняет Артем Махначевский, 3 класс, преподаватель Екатерина Кимовна Сергучева. Долгий день ребенка, наполненный разными занятиями, заканчивается сказкой на ночь. А песня «Жаворонка» – это символ возрождения, символ утра. Это яркая и живописная картинка, музыкальный пейзаж. Музыка звучит очень легко, подражая птичьему щебету. Песня «Жаворонка» исполняет Сардана Захарова, 4 класс, преподаватель Диана Ивановна Чемпурова. Одной из последних в альбоме звучит пьеса «Шарманщик поет». В Европе уличные музыканты были очень популярны. Особой любовью пользовались шарманщики, которые бродили по улицам, зарабатывая свой хлеб игрой на шарманке. Что же такое шарманка? Это небольшой механический инструмент, который воспроизводил нехитрые мелодии. На его валиках было записано несколько пьес, которые и начинают звучать, когда шарманщик крутит ручку. В пьесе Чайковского одиноко звучит дребезжащий голосок шарманки, исполняющий старинную итальянскую мелодию. Шарманщик поет. Исполняют Альмира Шапошникова, Эрхан Гаврильев, 5 класс. Преподаватель Елена Михайловна Семенова.
Завершает наш концерт пьеса из фортепианного цикла «Времена года». Идея цикла и заглавие пьес принадлежала Николаю Матвеевичу Бернарду, издателю журнала «Новеллист», с которым Петр Ильич сотрудничал. В 1876 году пьесы Чайковского открывали каждый номер этого журнала. Также при издании пьесы получили поэтические эпиграфы. Композитор очень точно передал не только природу во всей ее красе, но и состояние человека, мир его чувств, связанных с этим временем года. Весна – это символ пробуждения, начала новой жизни и вдохновения. Пьеса называется «Апрель. Подснежник» и изображает трепетное весеннее пробуждение самого первого цветка – подснежника, его устремление ввысь, навстречу солнцу, навстречу жизни. Голубенький, чистый подснежник, цветок, а подле сквозистый последний снежок. Последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье ином. Апрель. Подснежник из цикла «Времена года». Исполняет Ольга Аврамкина, 6 класс, преподаватель Нюргуяна Олеговна Яковлева. Дорогие друзья,
Сегодня мы с вами познакомились с фортепианными произведениями из циклов «Детский альбом» и «Времена года». Эти произведения знают, ценят и любят слушатели и исполнители разных стран мира. Это настоящие жемчужины русской классической музыки. И мы искренне надеемся, что это путешествие оставит след в душе каждого из вас. И мы снова встретимся в концертном зале детской школы искусств номер 2 города Якутска. Мы благодарим наших юных пианистов и их преподавателей и желаем им творческих успехов. Спасибо за внимание и до новых встреч!